Вот мы и на месте. Да. Герасимов Василий Иванович, собственной персоной. Бастыгырманда. Чайник поставим. Все дела. О, шкуры сушатся. Вот так вот. Так, ну сейчас распакуемся, чайку попьем, распланируем все и возьмемся за постройку нашей печи. Вот, и начнем процесс потихоньку. Сейчас организуем. Ребята пошли за инструментами. Сейчас поставим казан и приступим. Так вот, складываем аккуратненько и на огонь. Крышкой закроем, и будет тушиться в собственном соку. А сейчас 2,5. 2,5 часа хватит, да? Минимум. Может 3. Потом будет мясо само отслаиваться. Кости. Короче, до такой степени. Ну. Так, вот эту печку мы сейчас разберем и заново соберем уже. Хорошо. Сейчас смесь там сделаем. Вот у нас там глина есть, все есть. Сейчас приступим. Вот этот вот поддув, сорго по-якутски называется. Это тоже демонтируем, новое поставим. Так, ну начинаем. Так, вот подготавливаем смесь. Местная глина лучше всякого цемента. Руда у нас здесь, мы ее уже обожгли. Сейчас будем здесь ее измельчать. Руда у нас из Белийского улуса, местность Ахтурдян, славится хорошим качеством. Вот. Готавливаем здесь тоже кирпичи и здесь соберем печь. Ну, сюда будем досыпать уже измельченную руду. Так вот, измельчаем и досыпаем, измельчаем, досыпаем. Такой вот монотонный процесс, но оно того стоит. Вот. Пока вроде ничего, да? Тут еще много руды. Так, днище нашей печи будем выкладывать из доломита. Вот здесь. Вот. Потом соберем печь, оставим одну сторону открытой и разожгем огонь внутри, чтобы все хорошенько, вся влага вся ушла. Это очень важно, чтобы получить качественный
сетях kullanıyor. Продукт. Либо полові. Ото був нього кала бітуча. Де? Не kullanıyor. Збісена вже помогли. Так, вот, получается, выложили подушку нашу, только в виде чаши, только видите, тут получается камни вот так стоят крайние. Это делается для того, чтобы во время плавки руды они прокалились хорошенько и не давали температуре. Вот, ну, с земли идет влажная, как бы, да, холод идет, поэтому для того, чтобы, как отражатель, получается, они. В археологических раскопах тоже находили именно остатки печей вот с такими чашами на дне. Потом результат посмотрим. Но я думаю, мы на правильном пути. И вот сейчас начнем здесь уже выкладывать, получается, саму печь. Мгм. Так, ну вот, печь у нас готова. Так, это у нас деревяшка стоит по размеру под наш сорго, поддувало. Вот. Сейчас будем ужинать. Ну и зажгем здесь огонь, чтобы он просушил нашу печь. И завтра с утра приступим. Вот классический пример того, как носить с собой якутский нож и хатат, кресало для высекания огня. Нож вынимается таким вот образом, большим пальцем упираетесь и достали нож. Поработали и обратно. Такая носка обеспечивает удобно тем, что легко нож вытаскивать одной рукой. То есть второй рукой вы можете, допустим, что-то придерживать. Вот, достали. Видите, никаких лишних движений. И нож всегда под рукой. И он абсолютно не мешает. Вот, допустим, вы сели. Вот. И нож вам не мешает. Он с ногой вместе уходит. То есть, как бы, анатомически правильно находится. Но если он, допустим, вам пока не нужен, можно убрать его назад. Вот. И все. Нож вас не беспокоит. Спереди ничего нету. Сейчас будем попробовать разжечь огонь. Чуть позже снимем сейчас. Подготовимся. Так, ну вот сейчас будем поджигать огонь. Сейчас попробуем. Хатат, где наш хатат? Вот он. Такой красивый хатат. Вот. Благодарю.
Можно еще использовать ножны вот таким вот образом. Сейчас Арсан покажет. Да. Отлично. Вот таким вот образом, ребята. Барахсан көжүдө. Так, подкинули дровишек. Вони туди виїхали. Тура, Сейчас он должен догореть и туда свалиться. И начнет гореть уже внутри. Потом добавим дров. И наша печь должна хорошенько прокалиться. Вот эта вот вся обмазка должна высохнуть. И печь будет готова к использованию. О, вот падает огоньки. Так вот. Там, что ли? Вот, чуть. По обычаю подношение духу огня. Постепенно ученый Ну вот, теперь можно и поужинать. Теперь можно и поесть. Поели. Теперь можно и Сейчас, что у нас на ужин? Ага. Ага. Вот это да. Жаль, что видео не передает запахи. Ну, это просто бомба. По-другому не назовешь. Дракона. Хвост дракона. Но хвост грифона. Да. Да. Приятного аппетита. Вот так. Съедобный, да. Василий Иванович с вечернего удоя свеженькое молочко нам принес. Я себе чайку уже заварил. Чай с молоком будем пить. Вот. Алексей с Василием Ивановичем остались приглядывать за нашей печью. А мы приехали порыбачить немножко на вечерней зорьке. Корчашку закинем. Вот мы приехали на речку Кенкеме. Вон там внизу.
Легкая дымка уже над речкой. Река течет бесшумно. Тишина и покой. Вот так можно сидеть и ловить дзен. Первого арсана есть. О. Ну ничего. Мы сейчас с Серегой тоже наверстаем. Дорога. Где-то, да? Угуль. М. День второй. Решили нашу печь сделать повыше. Добавили еще, получается, как сказать, на 2 кирпича, короче, сделали выше, чтобы восстановительный процесс у нас проходил получше. Сейчас вот очищаем дно печи, потом засыпем туда, ну, перед началом плавки засыпем туда уголь, так называемый сыттык, подушечка. Потом все это аккуратненько заделаем, поставим поддув, ну и начнем. А вот вот да. Коллекция Василия Ивановича. Вот, руды из разных местностей. Вот Сунтар, вот Марха-Юрях. Даже с Алтая вот есть образцы руды. Вилюй, Ботама. Вот есть остатки поддува. Это древние. Бухантынты. А вот Сорогота, это ботаминские. Ботама. Серики Ботама. Бутуй. Тора. Едородов. Bu manlık kuratlar bu tapın bak yine kusullar. Arasınız mı da? Bir habi manlık vardı. Yüter açmıştım. Kanında tüher bir de manlık. Kanları мастерской бортı ne yaptı? Bu bular tokta. Ядро. Потом Suntar. Сунтар. Это корис. Бутыр тас. Бутыр тас. Umayar. Onu tumayar ona. Zırga takın umay. Ondan sonra bana kabarkan bile. Dur bak ulan. Benim bana doğru vardı. Onu kötü. Опа. Лодка, долбленка. Якутское каноэ. Умба, видите? Довольно длинная. Вон оттуда. Вот до сюда. Из цельного куска дерева. Kimidden spitteden nökta. Bu burada nereye geldi? Bu tarafta dön tutuyor yani. Götte bu iki götte. Bu götte. Вот. Ne kadar falan değil. Bu kadar var. Вот за этой штукой пришли. Возьмем этот большой мех. Везем его туда. İşte talakta inen tokta. Betler handa okuyor. O böyle takıyor da. Она атактан старая, да? А. Это без того медленно, да?
Ол қасылаққа. Хетті оны сылыңды. Оны сылға сағалын мүкі. Оманны хинне спақта атлады. Бар оны. Çok güzel. Сөй сағалын. Завтрак. Вот, доедаем. Сағалаған шеуі, я? Вот, сметана свеженькая, молочко свеженькое. Василий Иванович нас угостил. За это отдельно огромное спасибо. Вот. С видом на Тастах, деревня. Все подготовили, сейчас позавтракаем и приступим. Так, подготовительный процесс идет у нас. Меха надо немножко поднастроить. Тут у него клапан, когда выдувает воздух, должен плотно прилегать. А он у нас немножко сифонит. Поэтому сейчас подремонтируем. И снова протестим. Так, ну все, процесс запустили. Уже засыпаем наши угли. Сейчас полностью засыпем, когда и засечем время, за сколько она прогорает. Умайте, да? Загорелось, что не видно. Ну ладно. В темноте лучше будет видно. Ну, ладно. Так, сейчас по нашему обычаю накормим духа огня. Вот. Свежим молоком. Люмас. Процесс идет. Наша меха. За пультом Арсан Семенов. Сергей у нас традиционно сейчас будет заниматься готовкой нашего обеда и ужина. Вот наш гусь. Также будем готовить в казане. Чёчек. Гусь к нам прилетел со Скалаха. Это у нас Набарский район. Мороженый. До конца еще не оттаял, да? Ничего.
Сыр. Красный перец, лучок, чесночок, картошечка, морковочка и сверху листьями капусты кроем, зальем водички и на огонь. Будет тушиться так часа 2. 2-2,5, да? Правда? Вот. Томатную пасту добавили. Добавим листьями. Чуть-чуть. Стакан воды. Всё. Такое вот импровизированное одеяло из капусты. Добавим водички. Закрываем крышкой и на огонь. Крышка. Андраханова. Так, ну, пошла первая загрузка. Вот наша руда. Мы загружаем 1,5 килограмма. Тут все зависит от размера печи. Вот. Это немножко все индивидуально. Вот. Пропорции разные. Вот. Если печка поменьше, там бывает по килограмму, кто-то по 2 идет. Вот. Погода тоже очень важный фактор. Ну, в общем, тут от всего зависит, даже от всех мелочей. Вот, от поддува. Ну, как бы тут уже основные такие моменты. Вот. Ну, начали. Дальше вот будем идти. Делаем первую зарубку. Ага. И идем.
Ну все, пусть готов. Уф, какой аромат идет. Где-то он никогда. Пара или охлаждение Э, дополнительные листья, да? Пустые. Ух. Сильно не знаю. Вот, так. Мгм. Нам соку. Ну, Это Рома Казангами. садитесь жрать, пожалуйста, да? Дядя. Такой говорю, бараб. Наверное, кивну. Приятного аппетита. Ну, у нас обед. Вот к нам в гости зашла Атласова Любовь Гаврильевна, зам главы Тастахского наслега. Кстати, тоже занимается плавкой руды. Да-да, не удивляйтесь. Имеет большой опыт, кстати говоря. Вот. Василий Иванович не даст соврать. Так что знакомьтесь, прошу любить и жаловать. У нас процесс пока идет. Сейчас тоже присоединимся. Чай допьем. Вот. А так тут у нас все чинно, благородно, не спеша. Работа поддувающая очень важна. Поток должен быть беспрерывным, поток воздуха, для того, чтобы поддерживать постоянную температуру высокую. Вот. Важно следить также за жерлом. Вот. Иногда бывает, что вот на этом уровне примерно угли застревают. Чтобы они резко не проваливались, надо их время от времени немножко, ну, как сказать, проверять в общем. Вот. Тут нужно тоже чувствовать огонь, чувствовать поток воздуха. Отдельное кунг-фу, короче. Вот сейчас был звук, здесь внутри был такой небольшой обвал. Сейчас вот, видите, все проваливается. Вот так надо немножечко. Вот, скоро добавим еще. Также очень важно следить за соплом, так как, ну, чтобы не забился шлаком, чтобы, как сказать, предупредить оплавление. Время от времени можно его переворачивать вокруг оси. Вот. Нужно следить. Слышите, да, вот беспрерывный поток воздуха идет. Вот наша руда. Руда с местности Ахтылджан, Вилюйский улус. Вот такая вот деревянная, как бы это сказать, совок деревянный. Холбо называется по-якутски. Вот это у нас должно превратиться в кричную сталь. Переворачиваем. Немножко. Вот так вот. Перевернули сопла немножко. Сейчас еще прочистим. Что это?
Ya. Şöyle. Вот эти соргот, анытынан көстөрөтө. Сейчас будет процесс, который называется иктати. Это у нас уже 18-я загрузка, осталась последняя. Вот мы через сопло посмотрели, там уже шлак накопился. Надо от него избавиться. Во-во-во-во-во. Вот так. И питья. А вот и Hampir камера. Ага. Вот. Сколько шлака вышло. На 14 загрузке тоже пробовали, но там ничего не было. Это 18-я загрузка. Балғалы түйдіңді. Это Каролан, Каролан хаянер. Биттен да. Қыта картофель тұра түсті. Ағаяқ. Минут. То есть Абрам едет. Сейчас надо обратно все это дело заделать. Время 7 часов вечера. Сделали последнюю загрузку. 19-я по счету. Вот. Ну все, сейчас немножко осталось. Так, ну вот, почти процесс идет к завершению. Сейчас вот второй раз будем избавляться от шлака и уже будем вынимать болванку. Ну если будет, да, сейчас посмотрим там, есть у нас еще шлак или нет. Ну если нету, то хорошо. Так-то до этого тоже вышло достаточно. Немало шлака вышло. Телекин хусулды. Не. Суо чүгү сулу бар. Да, вот видите. О. Вот. Да. Ну вот и все. Сейчас будем готовиться к завершающему этапу нашей двухдневной работы.
Сейчас это все догорит. И все. Поддувать перестанем. Вскроем нашу печь. И будем доставать. Так, ну вот. Началась подготовка у нас. Самый ответственный момент. Да, самый ответственный момент. Уверенно, барку тут пойди. Баба, вода есть. Чуркан есть. Сейчас поддув прекратим, уберем меха. Это все дело сюда подвинем поближе. Вытащим сопло, ну и так далее. Вон там у нас вся история. Так, меха убрали.
Вот результат нашей работы. В принципе, вот этот кусок ничего даже такой себе. 3 килограмма у нас вышло. 3 килограмма. Да, ожидание реальность, но это наш первый самостоятельный опыт. Вот, поэтому считаю, что это нашу копилку большой плюс. Двигаемся дальше, не унываем, работаем с еще большим энтузиазмом. Тебе вардут, Василий Иванович, чего это костюк кармахтал, да, чего температура опыта достаивал ладе.
сделали определенные выводы, будем улучшать результат. Ну все, до свидания, нам счастливой дороги. Всё.